Бассейн, спортивный зал, конюшня и гостиница – все это пока только в проекте строительства реабилитационного детского центра в Якутске на 250 мест общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров. Объект стал первым пунктом в списке рабочего графика министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, который прибыл в столицу республики с рабочим визитом. Вместе с гостем объект посетили глава республики Егор Борисов и министр труда и социального развития Якутии Александр Дружинин. Егор Афанасьевич Борисов рассказал, что в строительстве объекта большую роль сыграли внебюджетные средства, а именно средства целевого фонда будущих поколений. На сегодняшний день в проект вложено более 600 миллионов рублей, и для завершения строительства необходимо еще около 400 миллионов. Фонд для строительства именно для социальных пожертвования крупных компаний. Мы стараемся убеждать, чтобы деньги причисляли, алросы, там, нефтяники, потихоньку. Иначе мы за счет бюджета не вытянем. Понятно. Строительство реабилитационного центра для детей с нарушением слуха и зрения и патологией опорно-двигательного аппарата началась в 2014 году. На объекте функции технического заказчика выполняет компания «Адгезия». Генеральным подрядчиком выступила компания «Селим». Согласно плану, двухэтажное здание реабилитационного центра будет состоять из 5 блоков. На его базе будет оказываться весь спектр комплексной реабилитации. Помимо медицинской и психологической помощи, дети будут проходить обучение по школьной программе в учебных классах малой наполняемости. На 3-м этаже здания организуют также бассейн, а на территории центра построят конюшню, чтобы дети могли получить лечение иппотерапии. Максим Топилин поинтересовался также вопросом доступности проживания детей в центре вместе с родителями. Как оказалось, для них строится гостиница на 30 мест, где родители будут проживать во время реабилитационного курса детей совершенно бесплатно. По итогам посещения объекта министр труда и социальной защиты России отметил, что необходимо изначально вкладывать лучшие технологии в процесс реабилитации детей, как по медицинской части, так и образовательной. Те методики, которые используются в Республике Якутия, могли быть апробированы и использованы в других регионах, поэтому опыт есть неплохой, его надо использовать, а центр, когда будет построен, я думаю, что он тоже будет достаточно серьезным таким вкладом в развитие реабилитационной индустрии на всем Дальнем Востоке. Ввод реабилитационного детского центра в эксплуатацию планируется в 2017 году. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.